Четверг, 14 декабря 2023 года, 10 часов утра в Башкортостане, и я, Руслан Валиев, приступаю к очередному выпуску программы «Аспекты Республики» на канале «Аспекты Башкортостан». Для того, чтобы вместе с вами, друзья, обсудить текущую информационную повестку. Посмотреть вы можете нас, очевидно, в режиме прямого эфира в YouTube, а также в записи ВКонтакте и Одноклассниках. Пишите свои комментарии. Пишите прямо сейчас, если вам удобно это делать и есть какие-то соображения по ходу нашей встречи. Пишите после, когда вы смотрите нас в записи. Впрочем, делайте это, как всегда, вы это делаете в последнее время особенно активно, за что отдельно благодарю тех, кто это делает на постоянной основе. Добровольные пожертвования также мы продолжаем принимать с помощью сервиса Boosty, ссылка на который найдется в описании. Поэтому в этом смысле традиционные вещи сохраняются, что, наверное, в наше непростое время и даже в некотором смысле совершенно ужасное и непредсказуемое время неплохо. То есть продолжает система работать в этом смысле. И это в некотором роде нас обнадеживает. У нас сегодня все как всегда, поэтому давайте сразу же и перейдем от слов к делу. Начну, скажем так, с относительно рядовых новостей и перейду постепенно к наиболее значимым и ожидаемым, что ли. Ну, взять хотя бы ту же самую прямую линию с Путиным, которая после практически двухлетнего перерыва сегодня состоится вновь. Ну а пока к новостям, как говорится, республики. 18-летнюю уфимку приговорили к 5,5 годам лишения свободы. За что? Конечно же, не за реальное преступление, а за просто пропаганду так называемого Колумбайна. Колумбайн, я напомню, это идеология, что ли, которая получил свое название после шутинга, расстрела школьников в американском городе Колумбайн уже много-много лет назад. Понятно, что никакой организации централизованной не существует. Но существуют, наверное, какие-то люди, которые эту идею в некотором роде поддерживают. Но вот такие немыслимые сроки, когда дают совершенно молодым, ну, по сути, детям, это, конечно же, вызывает недоумение и оторопь. Конечно же, занимались этим сотрудники ФСБ и сообщили официальные вот источники, ну, в начале телеграм-канал Маш-Баташ, что сотрудники обратили внимание на активность девушки в мессенджерах и соцсетях, когда она состояла в опасных группах и оставляла там восхищенные комментарии по теме массовых убийств в школах России. По версии следствия, в 9 классе, то есть в 15-летнем возрасте, она поэтапно расписывала в своем дневнике план нападения с огнестрельным оружием. За публичное оправдание терроризма она вот, соответственно, и проведет 5,5 лет в колонии. То есть вместо того, чтобы разобраться в причинах, почему ребенок, по сути, таким образом стал себя вести и оказался в кризисной ситуации, устранить эти причины, вместо того, чтобы, конечно же, да, они берут вот таким образом и для выполнения плана по посадкам просто-напросто шьют уголовное дело совершенно ни в чем не виноватому человеку. И сразу, конечно же, хочется подобного рода дела ткнуть, как говорится, в лицо всем тем, кто говорит, что ничего просто так не бывает. У нас бывает все, и просто так в том числе. И чаще всего как раз-таки просто так. И далеко ходить не надо, это конкретно уфимская история. Также уфимская история, нашумевшая уже, связана с Кубком Содружества, который должен состояться в биатлонном центре Уфы. Приехавшие в город наш с вами биатлонистки раскритиковали условия проживания. Значит, они показали условия проживания в гостинице, которая расположена при биатлонном центре. Видеозаписи опубликовали в совместном телеграм-канале спортсменки Анастасия Гореева и Наталья Гербулова, а также Екатерина Носкова и Алина Кудисова, то есть 4 сразу. Значит, грязь и пыль в номерах они увидели, которые не убрали после ремонта.
а также другие недочеты. Например, слишком большой кран в ванной комнате, из-за чего при попытке им воспользоваться вода течет мимо раковины на пол. Мы очень рады, что в Уфе делают ремонт, но почему-то в сроки соревнований, о которых все знали заранее. Почему спортсменов вообще сюда заселяют, если такая ситуация? Задались они вопросом. Но после огребли критику со стороны спортивного комментатора Дмитрия Губерниева и чиновника биатлонной федерации, насколько я понимаю. Все они говорят, что спортсменов предупреждали, что в этой гостинице дела не очень хорошо, и предлагали заселиться им в гостиницу «Азимут», где все нормально, но откуда придется ездить на специальном автобусе в биатлонный центр. Якобы они сами выбрали вариант заселения поближе к трассе. Поэтому предупреждены, соответственно, сами виноваты. Сложно, конечно, судить, так ли это было на самом деле. В любом случае, конечно, если уж эти номера предусматривалось предлагать приезжающим гостям, то, наверное, стоило бы их довести в этом смысле до ума. Видео, конечно, впечатляет в этом смысле. Там реально практически невозможно принять душ и даже помыть руки, поскольку струя сразу прямиком отправляется на пол. Но сколько готовили город к приему гостей на разные мероприятия, да и сам биатлонный центр вроде бы относительно не древнее сооружение. И почему так это все выглядит? Наверное, объяснения витают в воздухе. В общем, сами догадывайтесь, мы сейчас об этом говорить не будем. Хотя вот одно из объяснений. Члены управленческой команды то и дело попадаются и, соответственно, оказываются под уголовными делами. Вот этот вот Руслан Казыханов, о котором мы говорили в последнее время, ему предъявили обвинение в мошенничестве при хищении бюджетных средств в особо крупном размере. А ведь его Хабиров с помпой представлял еще относительно недавно как человека, который будет помогать ему развивать образование и науку. Причем вот он весь такой в очках, весь такой интеллигентный на вид. Значит, это все Следственное управление СК занимается. Статья у него 159 часть 4. По версии следствия, это все было, событие имеется в виду, преступление в 2022 году в рамках реализации национального проекта «Наука» из федерального бюджета были выделены субсидию на общую сумму более 119 миллионов рублей. Казаханов заключил 2 договора на оказание услуг по разработке концепции трансформации образовательного ландшафта республики. То есть само название, чувствуете, оно ни о чем не говорит. За все хорошее против всего плохого можно перефразировать, и будет то же самое. Значит, а также для реализации комплекса мероприятий программы деятельности Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. Это вот то же самое, да, те же самые потемкинские деревни. В последующем он, заведомо зная, что услуги по договорам фактически не оказаны, составил, подписал и представил заказчику подложные акты сдачи приемки, на основании которых была произведена оплата в полном объеме. Ну, то есть он сдал своему руководству, в том числе, наверное, на уровень главы региона, некие документы, где была прописана программа развития этого самого Евразийского научно-образовательного центра, с которым так много носились наши высшие руководители. И всячески это все презентовали, говоря, что у нас теперь отбоя не будет от студентов с разных стран мира. Ну, например, один из выхлопов из НОЦ должен быть таким. В итоге мы понимаем, что даже вот это одно несчастное уголовное дело, которое вылезло наружу, оно доказывает, что на самом деле никаких даже планов обрисовано не было. Не то, чтобы говорить о том, как бы это могло быть реализованным. В общем, нам изначально, вот лично мне было понятно, что это совершенно бредовая затея, создавать НОЦ, носиться с ним, поскольку таким методом престиж образования, престиж научного центра в виде города, в виде его вузов никаким образом повысить невозможно. И вот в результате мы получаем на выходе такие явления, как уголовные дела. Вот раньше за собой не замечал особо злорадства, когда мы говорили про дела, возбужденные относительно тех или иных руководителей. А в последнее время, знаете,
какой-то элемент этого присутствует. Хотя я понимаю, что такими методами наши органы не победят никогда вот это зло, как коррупция. В системном виде коррупция присутствовала, она проникла через все нити взаимосвязи, через все структуры, полностью опоясала, конечно, жизнь, поэтому она никуда не денется. Но хотя бы относительно как бы отдельных персонажей это происходит и, как говорится, хорошо. Хотя, опять же, проблему не решим. И вот у нас, опять же, еще один пример того, как все происходит в регионе. Председателем Общественной палаты Башкирии 7-го состава избран ректор Баксу Данияр Абдрахманов. Общественная палата, я напомню, это такая структура, которая, по сути дела, ничего не делает, но легитимизирует выборы, в частности. Она готовит, в кавычках, разумеется, более 3000 наблюдателей перед каждыми выборами. Эти выборы обычно всегда проходят якобы без единого нарушения. То есть наблюдатели от общественной палаты на весь регион не находят ни одного нарушения. Ну или какие-нибудь парочку находят для проформы. И эти нарушения якобы ни на что не влияют. Например, в школах общественная палата обычно ставит на участок наблюдателями тех же самых учителей. Ну, то есть одни учителя являются членами комиссии, подтасовщиками, фальсификаторами, по сути, преступниками, а еще пара учителей сидят, это их коллеги, хорошо им знакомые, на скамеечках и делают вид, что они наблюдатели. Как правило, это так. И вот у этой самой палаты, где хоть какие-то телодвижения пытались буквально пару лет назад делать, когда председателем туда пришел Мурзагулов, сейчас вновь совершенно, ну скажем так, такой серый состав. Значит, вот этот самый ректор Баксу теперь там председатель, у него также есть 3 заместителя. Официально начинается срок их действий, полномочий, который длится в течение 3 лет. Ну что, кстати говоря, из прошлого состава тут исчезла, например, Лейла Афанасьева, ну хоть кто-то, кто представлял реальную, что ли, общественность Уфы, реальную, как бы, я не знаю, социальные сети активистов оттуда. В общем, все понятно. Общественная палата, как и СПЧ на сегодняшний день, это структуры, которые призваны, ну, я даже не знаю, что делать. В принципе, это все вроде как особо бюджетных денег не требует. Наверное, греет душу членам всех этих организаций. Ну и плюс властям, опять же, можно, пользуясь этими ширмами, легализовывать те или иные действия. Как правило, не самые лицеприятные действия. На фоне так называемых военных действий, точнее, военные действия вполне себе реальные, не так называемые, а вот то, как это все именуется вот уже почти 2 года на фоне СВО. В одной из школ Башкирии, это как минимум мы знаем одну школу, а может быть их больше, нет физрука, поскольку действующего физрука отправили воевать в рамках так называемой частичной мобилизации. Вот история очень показательная, из которой можно делать далеко идущие выводы на самом деле. Жители села Гусево Абзелиловского района Башкирии забили в соцсетях тревогу. С их слов, в местной школе уже больше года не проводят уроки физкультуры вообще. Проблема, как мы уже сказали, его отправили туда. Как рассказал изданию УФА-1 директор школы Ирик Бахтияров, прошлого учителя физкультуры 28-летнего Ильнура Валиева мобилизовали. Господи, это мы уже знаем. Причиной этому стало наличие военного опыта у педагога. Руководство школы пыталось договориться об отсрочке, так как Ильнур единственный профессионал в округе. Однако все это было тщетно. В конце сентября он покинул село и по сей день отдает долг родине. За это время директор пытался найти замену, но все осложняли 2 фактора. Во-первых, по закону школа обязана закрепить рабочее место за Валиевым, поэтому юридические учреждения должно выделять дополнительную ставку для пришедшей замены. То есть тупик, да, круг замкнутый получается. Во-вторых, со слов руководителя, почти никто не соглашается идти работать за предлагаемую зарплату в 17 тысяч рублей. То есть такие зарплаты вполне себе существуют, и они реальны, несмотря на все увещевания, что у нас исполнены майские указы, так называемые 2000
2012 года. 12 лет прошло уже с тех пор почти, а исполнить эти самые указы мы не можем. Я напомню, что согласно этим указам учителя должны зарабатывать больше, чем в среднем по региону зарабатывают работающие люди. А у нас средняя зарплата официально, по-моему, уже 40 тысяч превышает. Значит, мы пытались урегулировать вопрос, но тяжко у нас с этим. Кадров почти нет, а те, кто есть, за такую зарплату не соглашаются работать. Уже год в школе попросту не проводятся занятия. В общем, не сказать, что школьники помрут, да, от этого, но, конечно же, негативный отпечаток на их в целом уровне образования это должно оставить. Мне кажется, сомнений в этом нет никаких. Зато кое-кто выполнил планы, а кое-кто ведет вот эту вот так называемую СВО с неясными, размытыми целями. И это пример, опять же, как я говорил выше, вполне себе показательный. Я думаю, что таких у нас по региону только найдется несколько десятков. Это как минимум. Тем временем зато судебный процесс над башкирским активистом Фаилем Алсыновым, членом ныне уже запрещенной и ликвидированной организации «Башкорт», пройдет в закрытом режиме. Алсынов был формально, как минимум, я уж там фактически не знаю, наверное, фактически тоже руководителем «Башкорта», по крайней мере, в последний период его существования. Дело Алсынова, который находится, насколько я понимаю, под подпиской о невыезде, будет рассматривать Баймакский районный суд, то есть не какой-нибудь в Уфе, а Баймакский, ну, скажем, там, где реально представители, скажем, башкирского коренного этноса в процентном соотношении гораздо больше, чем где бы то ни было. Значит, адвокат обвиняемого Ильнур Суюндуков сообщил, на предварительном заседании, которое прошло, получается, вчера, было оглашено письмо начальника Центра по противодействию экстремизму при МВД по Башкирии, то есть это Центра о том, что в ходе процесса могут произойти провокации, что участникам процесса могут поступать угрозы и так далее. Опираясь на это письмо, суд принял решение, что все заседания будут закрытыми. Понимаете, да, как просто сделать суд закрытым? Это письмо, оно даже по содержанию до боли знакомо. Мы уже такие видели на других процессах. И здесь используется тот же самый прием. При том, что у нас даже в Конституции, день, который мы отмечали буквально пару дней назад, сказано, что у нас судебная система открыта, состязательна, значит, абсолютно прозрачна и так далее, и так далее. Понятно, что на деле фактически любой процесс совершенно легко закрыть от общественности. И там присутствовать будут только, собственно, участники процесса, адвокаты, обвиняемые, ну и сторона обвинения куда в большем количестве обычно. И куда более чувствуют себя уверенно именно те стороны. Почему-то у нас прокуратура и судейский состав, как правило, действуют заодно, хотя, конечно же, это все должно быть равноудаленные друг от друга величины, которые друг за другом следят и не дают спуска. Судья заявила, что это самое заключение в суде исследовано, разрешение... Защита Алсынова просили исключить из числа доказательств заключение лингвистической экспертизы и на этом основании вернуть дело обратно из суда в прокуратуру. Но судья заявила, что это ходатайство пока еще преждевременно. Может быть, да, со временем только до этого дойдет. В общем, иллюзии, опять же, мы не питаем. Тут можно по-разному относиться к деятельности того же Алсынова, поддерживать или нет, но точка зрения того, что за слова, за идеи ни в коем случае судить нельзя, она остается принципиальной в данном вопросе. Я здесь, конечно же, полностью на стороне тех, кто сочувствует Алсынову. Так, давайте сделаем сейчас небольшую паузу. Послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений». Вчера в гостях программы была уфимская активистка Елена Масайло. И она рассказала в деталях довольно любопытные факты о том, что происходит в городе
в связи с, например, провалами земли в Черниковке. По-моему, как раз в одном из домов она и проживает. Тема довольно-таки важна в том смысле, что карстовая история для жителей республики и Уфы – это не пустой звук. А я к вам скоро вернусь. Чем закончилась история с треснувшим домом на Интернациональной? И сразу после того, что там провалилась Лада Калина, вы потребовали расселения 3 девятиэтажных панелей. В этом году снесли треснувший дом на Уфимском шоссе номер 4. А с вашими домами что? А с нашими тишина, да-да-да. В 16 году в ноябре печально известная Калина провалилась в карстовый провал. Народ сполошился, там к бабушкам вызывали скорые по несколько раз в день к нашей трехслойке подъезжали. Получив какие-то отписки бездушные, издевательские, я пригласила журналистов. Но единственное, чего в итоге мы добились, это ремонта подвала. Там залита монолитная плита. Я, как архитектор и человек, понимающий в конструкциях, залив плиту монолитную по площади дома всего лишь навсего, если трещина будет за пределом площади дома, то будет такой крутящий момент. И, соответственно, это не спасет. Хоть вокруг там дома и залитые вот эти очаги усиленно цементом, но трещины у нас прогрессируют. Мы ничего, к сожалению, не добились. Более того, с нашего дома Интернациональный 193 с 1984 года он был признан аварийным. Потом втихаря, значит, они сказали, что аварийность снята, хотя в райисполкоме начальник в 2000 году или как... Администрация районная. Да. Руководитель, глава. Он сказал, что нет, аварийность не снята. И потом прояснилось как раз вот в процессе выяснения всяческих вопросов, как получилось, что дали разрешение в 1972 году на строительство дома панельного, девятиэтажного, на месте, где 2 независимых института давали запрет, то есть нельзя было строить, потому что в этом месте, как потом нам сказали после первого провала 1984 года, что на этом месте было озеро по названию в народе Перчатка, и люди, которые на Вологодской в частном секторе живут, они рассказывали, как они там купались. И в итоге, когда было принято решение о строительстве этого дома, я пыталась выяснить, какой же институт дал добро. У нас тут же не Япония, у нас нет проблемы с землей. Почему надо было здесь строить дом, причем не были там дренажные какие-то работы проведены по откачиванию воды, а просто тупо засыпано было строительным мусором. Ну, это же нарушение вот всех норм. Нашли ответственных? Чтобы получить этот документ, нужно что-то заплатить. Это было еще в 2017 году. Заплатить было 25 тысяч. Ну, на это, естественно, я уже не стала приглашать жильцов скинуться, потому что до этого они скинулись на штраф 10 тысяч, который мне впаяли как организатору вот этого митинга. Хотя это был не митинг, а собрание жильцов. Мы находились на территории придомовой, которая принадлежит жильцам, но по новым закончикам, если вы пригласили прессу, и если вы стояли с плакатами «Требуем расселить наш дом», митинг, да? Это митинг, да. И поэтому мне влепили штраф 10 тысяч, на который те же неравнодушные 40 человек, которые пришли на митинг, из 216 квартир всего 40 человек было. То есть они же потом и скинулись там по 200, по 300 рублей на покрытие вот этого штрафа 10 тысяч. Мы добились включения нашей инициативной группы в работу при райисполкоме, куда приглашались Башни и строй, еще какие-то были, МЧС приходили на эти совещания. Нам показывали документы, где они обязуются забетонировать все подвалы 3 домов, но в итоге, когда я несколько раз звонила, обращалась в райисполком, мне говорили, что нет средств, то есть залита плита только в доме 193/2, рядом с которым в 7 метрах провалилась машина на глубину 16 метров. А 2 других дома так и находятся в этом опасном состоянии. Кто-то ведет мониторинг вот этих трещин, там, насколько расходится состояние дома, чтобы оценивать? Давно не видела людей с теодолитами, которые регулярно раньше у нас там были. Вероятно, даже им сейчас не выделяют средства. Здесь-то на верхнем этаже нашего дома трещины очень такие хорошие, с облупившейся штукатуркой. У нас же устанавливали маяки. И вот сейчас просто-напросто нужно потребовать установки маяков еще раз на вот эти свежие трещины и требовать усиления плиты. Ну, подождите, а как объясняют районные там, или городские власти то, что дом аварийный, а он не расселяется? Они сняли аварийность из-за того, что была программа по расселению, которую нужно было выполнить. Должны были быть расселены все аварийные дома России. И
как у нас все это лихо, значит, ловко То есть из на труб. галочке, на бумажке написали, да? Одно дело расселить на 20 квартир двухэтажку, да, а другое дело 216 квартир выделить. То есть нам тогда считали журналисты, это, соответственно, по ценам 2017 года, это был 1 миллиард рублей. Ну что ж, вот такая вот любопытная история. Сейчас должен сказать, что сегодня у нас в 11 часов заведующий кафедрой социальных и политических коммуникаций Нефтяного университета Эдуард Гореев. Человек, который стал нашим постоянным гостем. Не пропустите. Смотрите, задавайте вопросы. Наверное, про таких, как Алсынов, писал Шейхзада Бабич. «Клянусь своей юной порой золотою и кровью живою, и сердцем клянусь, коль в мире крутом я чего-нибудь стою, я буду с народом, с ним прахом сольюсь». Ну, наверное, да, тут в этом смысле не поспоришь. Спасибо нашему зрителю Заки Валиди за такую мысль по ходу нашей встречи. И, кстати говоря, вот на тему вот этого хрупкого, наверное, межнационального мира, немножечко хочется сказать, с учетом того, как высказался депутат Госдумы, бывший ведущий Первого канала Петр Толстой, которому некоторые отвечать стали, а большинство промолчали. Я напомню, Толстой в эфире федерального телеканала назвал всех жителей России русскими. Он, скажем, отверг слово «россиянин». Он назвал это слово искусственно созданным там, в 90-е под Бориса Ельцина. Дескать, это слово ничего не отражает. Поэтому все в России, все, кто в России живут, русские, по его мнению. Конечно же, хочется, мягко говоря, задать вопрос, кто вы такой, господин Толстой, чтобы такие заключения озвучивать. Ну, уже об этом ему, как говорится, сказали многие. И вот пруфы на эту тему, материал подготовили. Что важно, на высказывание Толстого резко ответил деятель из Татарстана, депутат Госихсовета, который всякий раз выступает с резонансными заявлениями, наверное, потому что ему по долгу службы положено. Он ведет итоговую программу на телеканале ТНВ. И он раскритиковал Толстого, в общем, вполне заслуженно и так далее. Но ни один, скажем, деятель из Башкортостана его примеру не последовал и, соответственно, никакой критики в адрес Толстого не озвучил. Даже и, наверное, ждать не приходится. Хотя, например, депутаты той же Госдумы вполне могли бы своего коллегу как-то одернуть и поставить на место, хотя бы в мягкой форме. Подожди, мы с тобой не согласны. Все-таки коренные жители отдельно взятых регионов имеют право, как минимум, называть себя так, как хотят. Да, кто-то, может быть, согласится с Толстым и назовет себя русским, а все-таки кто-то не согласится и потребует называть себя, в лучшем случае, россиянином. Вообще, многие из нас, кто в мире, в разных странах бывали, привыкли к тому, что нас всех считают русскими, и зачастую, например, меня даже это задевает, и я всякий раз все-таки поправляю, что россиянином назвать меня можно, но по большому счету я не русский, я куда менее русский, скажем, чем многие, я не знаю, там те же самые представители Украины. В общем, тема, конечно, щекотливая, возможно, и требующая особого внимания и осторожности, но, опять же, не мы придумали. Начал это все депутат Госдумы Толстой, кстати говоря, потомок того самого великого русского писателя Льва Николаевича Толстого. Вместо того, чтобы серьезными делами заняться, и одернуть своего коллегу, депутаты из Башкирии решили установить причины роста цен на яйца. И они, соответственно, проведут совещание с представителями Минсельхоза, Минторга, с производителями, торговыми сетями. И, соответственно, выяснив причины роста цен на яйца, видимо, они каким-то образом почешут свои лбы и скажут: да, теперь мы это понимаем. Но как это поможет людям, это, конечно же, вопрос риторический, скорее всего, никак. И сегодня у нас прямая линия с Путиным. На этот счет Башинформ решил вспомнить, какие вопросы задавали жители Башкирии Путину за разные годы. Любопытная работа в том смысле, что тут идет отчет с 2001 года. По сути, с самого начала, когда эти самые прямые линии начались. И беглый взгляд на эту публикацию говорит о том, что, по сути, ни одного фактически нормального, серьезного по существу вопроса жители Башкортостана, в том числе журналисты, представители госканалов, Путину за это все время не задали.
Например, 2002 год, я извиняюсь, не первый, житель Толбазов задал вопрос про Чеченскую войну. Ну, хоть как-то, наверное. Республики, конечно, нашей не касается, но на тот момент тема серьезная. Также с Толбазов задавали вопрос про пенсии. Тогда средняя пенсия была 1496 рублей. Вот интересная статистика. Значит, в 2008 году задавали вопрос по поводу конкретного детского дома, не дома, а ребенка из детского дома с инвалидностью. Почему нужно инвалидность постоянно доказывать? Вроде как потом эту проблему все-таки решили. Значит, тут какие-то частные истории. Вот я на что хотел обратить внимание. На пресс-конференции 2008 года нынешний руководитель БСТ Рустам Зарафутдинов спросил, как бы Владимир Путин ответил западным журналистам, которые в 2000 году задали вопрос «Who is Mr. Putin?». Короче, решил, видимо, скреативить Зарафутдинов, но получилось так себе. В 2011 году уфимец Таймасов поднял вопрос запрета Верховным судом делать праздничными днями Курбан-Байрам и Ураза-Байрам. Ну, надо сказать, тогда поручение Путина привело к тому, что этот запрет Верховный суд отменил. И вот по мне так единственный раз более-менее адекватный вопрос, относительно, опять же. Это вопрос, заданный в том же 2011 году. Уфимка Карина Яхина посетовала на отмену перехода на зимнее время. Вот так вот, ни много ни мало. Но ведь в итоге тогда что сделали? Просто перешли на постоянное зимнее время, а летнее время отменили. А на тот момент, я напомню, буквально в течение 2 лет мы жили по постоянному летнему времени, что было, в принципе, относительно неплохо. Ой. Тут задают вопрос, то ли провокаторы, то ли серьезно, ну не знаю. Говорите на русском. Русским быть плохо, да? Нет, почему неплохо? Но надо все-таки понимать, кто есть кто. Мы говорим на русском не потому, что мы русские. Ну о чем вообще? Совершенно, как говорится, не понимаю я в этом смысле логики. Кто-то говорит на английском, но при этом не становится англичанином. Полмира говорит на английском, в конце концов. Но при этом они остаются теми, кем они есть и кем они являются. В общем, эта тема, я думаю, мы к ней еще будем возвращаться. Ну, а вам остается пожелать хорошего дня. Как говорится, будет желание, смотрите прямую линию, хотя надежд на них, конечно, никаких нет, и даже интереса уже нет. Хотя я раньше по долгу службы так или иначе за подобными вещами следил. Потом в выжимке мы, конечно, услышим, наверное, может быть, что-то важное прозвучит. С учетом того, что вчера в репортаже Первого канала на заднем фоне промелькнули сообщения касательно войны, ее бессмысленности и необходимости ее прекращения. Я вот сейчас цитирую буквально, да, то есть это не перефразирование. Это интересно. Прозвучат ли такие вопросы или нет? Ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся, друзья, в обозримом будущем. Я думаю, очень скоро. И всем пока.